Аԥсны Жәлар Ассиативтә Аилатәараҿы раԥхьа иалацәажәеит анацәеи имиц-ахшареи рыԥсҭазаара ахьчаразы Аԥсны Аконституциатә закәан аԥсахрақәа рылагалара. Предлагается в соответствии с данным проектом дополнить статью 13 Конституции статьей 13/1 следующего содержания. Республика Абхазия признает ценность и неприкосновенность семейной жизни, принимает меры по защите и укреплению семьи как основного независимого института. Государство равной степени защищает жизнь матери и нерожденного ребенка. В случае принятия данного проекта он создаст конституционно-правовую основу для реализации государственной политики и гарантии равного права жизни матери и нерожденного ребенка. Данная поправка не сводится только лишь к одному моменту о запрещении искусственного прерывания беременности. Государство декларирует, что такие важные институты современного государства, как институт семьи, будут находиться под особой защитой государства. Конечно же, когда мы говорим о развитии этого института, необходимо думать о разработке комплексной программы поддержки материнского детства, о комплексной демографической программы, потому что одними запретами решить такие важные проблемы, как демографическая проблема, это невозможно. Необходимо принимать комплекс мер экономического характера, социального характера, информационно-пропагандистского характера, о важности института семьи. И, конечно же, государство должно изыскивать возможности для того, чтобы материально и социально поддержать молодые семьи, многодетные семьи. Абхазское государство сохраняет и поддерживает свою целостность, самостоятельность, правопорядок, традиции нашего народа. Сегодня мы с вами вносим поправку в основной закон нашей страны о защите в равной степени жизни матери и нерожденного ребенка. Это особая важная поправка Конституции Республики Абхазия. Она отвечает духовным и нравственным традициям нашего народа и отвечает общечеловеческим ценностям. Речь идет о новой жизни, о ее сохранении и защите с момента зачатия до самого рождения ребенка и о связи этого процесса с сохранением жизни самого государства. Как вам известно, есть два авторитетных источника – это церковь и ученые, которые утверждают, что жизнь человека начинается с момента зачатия. В современном государстве основной целью является сохранение жизни человека, защита жизни человека, поддержание добрых взаимоотношений в обществе, сохранение безопасности жизни и собственности. Исходя из этого, целью абхазского государства, как и других государств, является сохранение и защита жизни человека. Но важнейшей задачей нашего государства является сохранение жизни ребенка с момента его зачатия до самого его рождения. Ибо ребенок, находящийся под сердцем у матери, такой же живой человек, живая личность, как и его мать. Человек – это венец творения. И сохранение жизни человека – это самая важная цель. Как вы понимаете, когда возникают организации, предприятия, союзы, закон регулирует их отношения. Если у человека есть частная собственность, государство обеспечивает его защиту. Но важнейшей задачей, я повторяю, это является сохранение жизни человека. Счастливое будущее нашей страны, на мой взгляд, невозможно достичь, не обеспечив безопасности жизни нашим детям. Процветание нашего государства в политической и экономической сфере невозможно достичь, не обеспечив безопасности детям. Дети есть оплот и будущее любого государства. Ребенок есть продолжение человеческого рода, а значит продолжение абхазского народа. Государство обеспечивает защиту от внешней опасности. Наряду с этим государство обеспечивает сохранность жизни и здоровья и внутри общества. Нерожденный ребенок, как никто другой в этом обществе, нуждается в заботе и защите как отца и матери, так особенно государства. Согласно Конституции, абхазское государство гарантирует сохранение прав человека с момента его рождения. Конечно же, абхазское государство обязано защитить жизнь ребенка с момента его зачатия до самого его рождения, ибо он в собственном смысле слова будущее нашей страны. Я верю, что благодаря вашей поддержке мы защитим жизнь
матери нерожденного ребенка в равной степени. И всем была проблема, что все разговаривали, сара такала, акция, хатарна костачи, по интервью и сад сайдара, зара посадыргала, шарбишидыргала, зара кабаха, а брезара конституция предлагала нас где разорвана приербов, а коррупция схема и всем другим отзывам. У бурфрака хар-харка без счета, брехонки. Дара, которая зависит от Мухотаха, а Зара ехала со Сбаном и Рубасиком, сажом было. Кажется, за последние 15 лет в Европе сделано около 120 миллионов абортов. Представляете, как это повлияло на демографическую картину? Я думаю, если сравнить с нашей ситуацией, вот, как бы, в пропорциях соответствующих, у нас не менее тревожная ситуация гораздо больше, потому что у нас вообще демографическая проблема самая большая проблема в стране. Поэтому я все-таки считаю, что надо поддержать этот законопроект. Здесь речь не идет об уже исполнении этого законопроекта. Здесь речь идет о том, что мы закладываем в Конституцию принцип, наш посыл к всему миру, отношение к материнству и нерожденному ребенку. Поэтому я думаю, что с точки зрения стремления это продемонстрировать, это надо было поддержать. Есть понятие духовное, нравственное, разговоры нет, здесь даже не обсуждается. Но как это будет на практическое его осуществление, вот это для меня непонятно. Сейчас речь идет о декларативной части, где мы, как сказал Александр Антонович и Саид Геннадьевич, демонстрируем миру свое отношение к этому вопросу. И в том месте, где мы всего лишь демонстрируем свое отношение к этому, я не думаю, что у кого-то могут быть вообще возникнуть сомнения относительно данного вопроса. Демография гана хала хала шоза, яху и мухвата. Сара يخليها проект, я хаят схаут, хасвияна году близиха садку. Норма, которая не является законом прямого действия, она даст предпосылки для принятия целого ряда нормативных документов, позволивших улучшить социальное положение женщин и детей. Поэтому я думаю, что, уважаемые коллеги, я тоже призываю вас поддержать данный проект. А депутатство о Конституции закона псахра порала галара за арбаана гарапа анырху аштах, аннатфе ими сахшари рзин парыхчаразы, а закона проект рыдрыклы и тайбетбяк харала. Жуларей заракняла свяжвейт, апсны урслуе рырбдермичква эйцер зепшу эйцу аргупа пцаразы, айкуша хатра а ратификация звура. Я думаю, что после создания, я еще раз говорю, после создания этой группировки войск, безопасность нашей родины Абхазии будет на высоте. Это финансирование, модернизация и другие вопросы, связанные с вооруженными силами Республики Абхазия, именно Министерство обороны Республики Абхазия. Сегодня в каком состоянии Министерство обороны находится, я неоднократно докладываю еще раз. Будем говорить открыто, что оно особо не боеготовно. В связи с тем, что не за то, что там дух у военнослужащих нет или что-то. У нас нет новейшей техники, у нас нет таких кадров, которые бы сегодня могли бы использовать для отражения сегодняшней агрессии, в случае чего. Данный законопроект был подписан главами Министерства обороны Вооруженных сил Республики Абхазия и Российской Федерации 24 ноября в городе Москве.
В соответствии со статьей 96 Регламента Народного собрания парламента Республики Абхазия по представленному законопроекту была назначена правовая экспертиза, правовой аналитический отдел Народного собрания парламента Республики Абхазия, а также к этому данному законопроекту о ратификации имеется заключение соглашения Кабинета министров, Министерства обороны, Министерства юстиции, Министерства экономики, Министерства финансов и Министерства иностранных дел. Изучив представленный экспертом, дал заключение о соответствии его Конституции Республики Абхазия действующему законодательству и юридическо-техническому правовому оформлению. Комитет по обороне и национальной безопасности было проведено расширенное заседание, на котором участники обсудили проект указанного закона. Официальным представителем президента Республики Абхазия при рассмотрении Народного собрания назначен министр обороны Республики Абхазия генерал армии Кишмари Мират Борисович. Комитет по обороне и национальной безопасности было проведено голосование по представлению субъектов права законодательной инициативы и предложило и принято решение рекомендовать данный законопроект о ратификации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной группировке войск вооруженных сил Республики Абхазия к ратификации. Непосредственно кем вы будете руководить этими частями? В объединенной группе войск командующим является командир 7-й военной базы. Те подразделения, которые будут входить в объединенную группировку, в мирное время они будут входить в оперативную группу. Оперативная группа – это группа, которой будут заниматься российские офицеры и наши офицеры по обучению и подготовке их к боевым действиям. Непосредственно командовать такое-то в мирное время все воинские части находятся во всех своих подразделениях, просто обучение проводится на этих же частях, в этих базах. А 7-я база оказывает помощь. Парламент принимал участие в разработке базового законопроекта. Все вы принимали очень активное участие в этом процессе, в том числе и ваш покорный слуга. И вы знаете, что военный блок этого базового договора состоит, если не ошибаюсь, из 5 статей, где оговариваются базовые принципы более тесного взаимодействия, объединенная группировка войск, финансирование, координация действий российских и абхазских военных, переоснащение до финансирования абхазской армии, а также вопросы, связанные с новыми методами охраны нашей границы. Вот все это вместе составляет блок военных вопросов, который состоит из 5 статей. Настоящее соглашение, которое выдвинуто сегодня на ратификацию, накрывает, если не ошибаюсь, только 2 статьи из этого военного блока. Не имея ничего абсолютно против самого договора, его военного блока, считаю его полезным, своевременным, современным. Я, тем не менее, считаю, что мы должны были бы здесь рассмотреть не соглашение по части военного блока, а соглашение, которое бы накрывали бы весь военный блок. Почему? Вот у меня вопрос. Давайте представим ситуацию, что через некоторое время к нам пришло, скажем, 2-е соглашение, которое затрагивает вопросы слаживания, координации, оснащения и экипировки абхазской армии, предположим, да? Вопросы собственности, финансирования и так далее. И представьте ситуацию, что что-то в этом договоре нас не устраивает, это затягивается на долгий срок и так далее, и так далее. Может ли сегодняшнее соглашение функционировать полноценно без того, чтобы мы могли принять 2-ю и, скажем, еще 3-ю часть по границе? Нет. А такое может получиться, если 2-я и 3-я часть этих соглашений по каким-то причинам либо российскую, либо абхазскую сторону не будут удовлетворять. В таком случае мы вообще подвергаем сам базовый договор о военном сотрудничестве достаточно серьезному риску. Мое предложение следующее, я не спрашивал, мы действительно много вопросов задавали, консультировались и так далее. Мое предложение следующее. Если мы не видели соглашений, которые отражают наше сотрудничество, переоснащение, финансирование и охрану границы пока, я предлагаю дождаться
этих вторых и третьих частей этого соглашения, рассмотреть их и ратифицировать все вместе. Тогда мы ратифицируем с вами военный блок, а не части военных блоков, которые все равно не будут работать без оставшихся частей. Я лично за этот договор, но, как говорят мои коллеги, там, Астра Юрьевич, тоже хотелось бы его видеть в пакете. Я думаю, что на перспективу оно должно быть, соблюдать нужно закон, это посыл, допустим, ко всем переговорщикам. Но договор этот необходим. Все-таки, наверное, самым главным вопросом в наших взаимоотношениях являются вопросы общего огромного контура и согласованной, координированной внешней политики. И, конечно, исходя из этого, нужно сказать, что это нужный документ и общий контур безопасности, на котором мы защищаем свою родину, защищаем в том числе и геополитические границы Российской Федерации. Она нам в этом активно помогает. Думаю, что это главный вообще вопрос наших взаимоотношений. И по определению в этом вопросе не может быть стороны никто, ни депутата, ни там, ни здесь человека, которому мог бы против этого что-то сказать. Но есть еще и техническая сторона вопроса. Алмаз Джабу Басги Ажула Гала Пайцейд, Эйд Уар Гупа Пцаразы Иридркуло Закон, Эгирт Араб и Хуша Хатраква ратификации Рзырван за Амчамам Зайд по Аксара Ридркуларц, Аха Абжитаран, а депутатша Уякуша Хатам Хай. Я думаю, что этот договор дает возможность укрепить нашу обороноспособность и, значит, защитить нашу независимость. Любое соглашение по кооперации, координации действий со второй армией в мире, с моей точки зрения, она только укрепляет наши возможности сохранить нашу государственность. Очень необходимый документ и своевременный, учитывая то, что сегодня в мире происходит. В самом деле у нас появляется военный инструмент, у нас появляется возможность с помощью Российской Федерации защитить наши границы и защищать нашу Родину эффективно. Я предлагаю сегодня поддержать и ратифицировать данное соглашение. Мы, депутатская группа «Арсатгил», будем голосовать за. Данное соглашение имеет право на жизнь. Более того, вспомните, здесь многие люди войны. 92-93 год, Россия, мы также прибегали за помощью и так далее, но это ничем не было не подкреплено. Более того, на личностных вещах, наверное, строилась даже помощь. Сегодня этот договор просто скрепляет наши отношения в военном плане. В данном случае, конечно же, может быть, нам бы хотелось видеть весь комплекс вопросов, связанных с объединенной группировкой войск, в том числе и порядком модернизации, финансирования и повышением уровня материального какого-то состояния и наших внутренних, на нашем Министерстве обороны. В данном случае речь идет, конечно же, о том, что с юридической, во-первых, точки зрения, что отсутствие этих норм не противоречит как ни базовому соглашению, так и закону о международных договорах. Это первое, если смотреть чисто сугубо вот с процедурных вопросов. А второе, все-таки нам надо, конечно же, исходить из приоритетов. Основа – это создание обороны этого соглашения, да, общего пространства обороны. И главная цель, вот почему мы немножко чуть смещаются у нас акценты, и мы немножко отклоняемся от сути и цели этого соглашения. Это отражение вооруженной агрессии со стороны третьих стран в отношении нашего государства. Вот это и должно являться приоритетом при принятии решения. Это вопрос безопасности наших граждан в первую очередь. Считаю, что предложение о том, что из-за того, что вопрос не вынесен в блоке, предполагаемом, блоке в соответствии с базовым договором, считаю недостаточным основанием для того, чтобы его перенести на другой срок. Абжит ирахи кургылтуп цакыс яму
Основная часть, и я прошу наши коллеги, поддержите все, это очень серьезный документ. агәаанагарақәа анеибырҳәа Аԥсни Урыстәылеи еицырзеиԥшу арргәыԥ ареспубликаҿы аиҿкааразы аиқәышаҳаҭра аратификациа азун. Аиқәышаҳаҭразы рыбжьы ртиит, ҩажәифҩык адепутатцәа аӡәы даҿагылеит, ҩыџьа рыбжьы рымҭиӡеит. Асессиаҿы убасгьы иалацәажәеит Аԥсны агәабзиарахьчаразы азакәанопроект. Министерство здравоохранения внес свои поправки, и кроме министерства остальные тоже ведомства и частные лица. Эти поправки рассмотрены трижды было заседание у нас комитета. Все поправки были рассмотрены в комитете по социальной политике и здравоохранению. Определенные, естественно, замечания и поправки были отклонены, но в основном они касались той категории поправок, которые относятся под законным актом министерства и ведомства. И комитет посчитал нужным вынести этот законопроект во втором чтении. Прошу поддержать этот законопроект. Мы поддерживаем принятие законопроекта во втором чтении. Здесь сохранились еще ряд юрико-технических вопросов, которые необходимо будет исправить и внести коррективы к третьему чтению. Агәабзиарахьчаразы азакәанопроект ианалацәажәа анаҩс ирыдыркылеит аҩбатәи аԥхьарала. Жәлар реизараҿы иалацәажәеит Аԥсны иҩнызқьи жәаф-шықәсазтәи аҳәынҭқарратә бюджет апроект. Уи азы ажәахә ҟалҵеит афинансқәа рминистр Амрақәа Ранзиа. Показатели республиканского бюджета основаны на индикативном плане социально-экономического развития на 2016 год, при составлении которого заложены оптимистические прогнозы развития экономики. При формировании бюджета учтены планы развития по различным направлениям бюджетной сферы, программы и мероприятия, которые будут реализовываться в 2016 году, межгосударственные соглашения, а также меры по оптимизации текущих расходов органов власти и управления, совершенствованию налоговой системы. Одним из основных приоритетов бюджетной политики остается, безусловно, исполнение публично-нормативных и иных социально значимых обязательств, в том числе по выплате социальных пособий и компенсаций. В 2016 году продолжен процесс повышения уровня социальных пособий, который был начат в 2015 году. В рамках бюджета 2016 года были поставлены и решены отдельные проблемные вопросы, накопленные за долгие годы, в том числе устранены противоречия, заложены основы реформирования по отдельным направлениям. В частности, предусмотрены расходы в республиканском бюджете и в местных бюджетах по отчислениям и заработной платы фонда инвалидов Отечественной войны народов Абхазии. Это было требование при утверждении бюджета 2015 года. Общая сумма расходов составит 49 миллионов рублей, которые будут направлены в этот фонд. Устранены противоречия по уплате отчислений в пенсионный фонд Республики Абхазия по силовому блоку. В конечном итоге это порядка 73 миллионов рублей будет выпадать из пенсионного фонда, туда они будут отчислять делать отчисления из фонда заработной платы силовые структуры, но у силовых структур в их же сметах заложены выплаты пенсий. Да. Это позволяет начать процесс по освобождению пенсионного фонда от финансовой нагрузки по социальным пенсиям и переходу к страховым пенсиям. По сути дела, это первый этап начала реформирования
пенсионного страхования. Кроме того, заложено погашение внешнего кредита. В конечном итоге это будет 311 миллионов рублей. Начали погашение экспортного кредита в 2015 году. В 2015 году мы выплатили по нему более 70 миллионов рублей. Мы погасили внутренние кредиты, работали за счет собственных источников, которые Национальному банку. Остаток на сегодня 175 миллионов было заложено, 135 миллионов уже погасили. Ну и еще одну норму закона, которую мы не выполняли, мы не перечислили свой взнос на страхование вкладов физических лиц в Национальный банк. Это тоже в рамках бюджета 2016 года мы собираемся решить. В структуре совокупных доходов по всем источникам поступления доля республиканского бюджета без учета инвестиционной программы составляет 77%, а доля местных бюджетов составляет 22,6%. Наибольший удельный вес собственных доходов местных бюджетов приходится на бюджеты города Сухум и Гаагский район. В общей сложности это порядка 70%. В 2016 году планируется рост доходов государственного бюджета по сравнению с 2015 годом на общую сумму 1 миллиард 729 миллионов 675 тысяч рублей. Это составляет порядка 15%. А прогнозируемое увеличение собственных доходов составляет 2 миллиарда 287 миллионов рублей. Это увеличение на 67% по сравнению с 2015 годом. Рост расходов государственного бюджета по сравнению с 2015 годом составляет 1 миллиард 495 миллионов рублей или 12,5%. Рост доходов опережает рост расходов, благодаря чему у нас практически нет дефицита в бюджете 2016 года. При формировании бюджета наряду с прочими факторами учитывалось и ожидаемое исполнение республиканского бюджета в 2015 году. В 2016 году прогнозный показатель доходов республиканского бюджета установлен в сумме 11 миллиардов 521 миллион 808 тысяч рублей. Расходы определены в объеме 11 миллиардов 527 954 тысячи рублей. Дефицит составляет 6 миллионов 145 тысяч рублей. В качестве источника финансирования дефицита предполагается кредит Национального банка по ставке 6% годовых и иные внутренние источники финансирования. Соответствующими письмами с Национальным банком Минфин обменялся. Банк гарантирует предоставление при необходимости кредита на этих условиях. В 2016 году структура доходной части бюджета по источникам ее формирования претерпела изменения в сторону увеличения доли собственных доходов. В общей сложности собственные доходы увеличились более чем в 2 раза в рамках республиканского бюджета. При расчете прогнозируемого объема доходов республиканского бюджета учитывались изменения законодательства Республики Абхазия и изменения нормативных правовых актов правительства Республики Абхазия. В частности, произошли изменения в взимании налога на добавленную стоимость, это уже отражено в бюджете 2016 года. Появился новый вид таможенной пошлины, это вывозная таможенная пошлина на лесной орех. С 1 сентября 2015 года она взимается и учтена в бюджете 2016 года. Кроме того, с 2016 года вводятся новые бланки общегражданских внутренних паспортов и новая форма вида на жительство. Установлено при формировании бюджета, исходили из стоимости, которая установлена в соответствии с постановлением правительства по внутренним паспортам 420 рублей и по виду на жительство 940 рублей. Также новым доходом для нас является взимание стоимости бланков строгой отчетности билет. Как вы знаете, с 2015 года введена единая форма билетов. Эмиссия и контроль обращения возложена на Министерство финансов Республики Абхазия. И вот с целью компенсации расходов на эмиссию предусмотрена оплата бланков билетов уполномоченными организациями и учреждениями при их выпуске в обращение. Стоимость бланка установлена 3 рубля. В 2016 году учтены доходы от участия государства в прибыли организаций и учреждений, а также Национального банка Республики Абхазия. Эти доходы мы уже начали получать в 2015 году и планируем
продолжить их получение в 2016 году. Общая сумма этих доходов составляет 32,5 миллиона рублей. На сегодняшний день продолжается работа с РУПами по этим вопросам. Здесь у нас некоторые проблемы возникли с их организационно-правовой формой, до конца не урегулировано. В общем, это первые шаги, которые, в принципе, мы будем делать в 2016 году. К основным факторам, которые повлияли на увеличение собственных доходов республиканского бюджета в 2016 году, кроме изменения законодательства, относятся и прогнозируемое увеличение совокупного объема производства товаров, увеличение объема прибыли, экспорта и импорта. То, что касается безвозмездных поступлений, то в качестве безвозмездных поступлений мы учли финансовую помощь, которую мы получаем из Российской Федерации уже на протяжении нескольких лет. Она формируется у нас по двум направлениям. Это помощь в целях социально-экономического развития Республики Абхазия и финансовая помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2015-2017 годы. В 2016 году прогнозируются следующие параметры. Финансовая помощь в целях социально-экономического развития 3 миллиарда 200 тысяч рублей и финансовая помощь в целях осуществления бюджетных инвестиций 4 миллиарда 767 500 тысяч рублей. При формировании расходной части бюджета, среди прочего, учтены программы и мероприятия, которые реализуются уполномоченными органами и финансируются из средств республиканского бюджета, расходы, связанные с вводом в эксплуатацию новых объектов, в том числе в сфере здравоохранения, образования, спорта и культуры, повышение расходов на выплату заработной платы работникам судебной системы и расходы на ее оснащение, вытекающие из Конституционного закона Республики Абхазия о судебной системе, расходы, связанные с созданием в 2016 году Конституционного суда и его содержанием, дополнительное социальное обеспечение одиноких матерей и многодетных семей в соответствии с постановлениями Кабинета министров Республики Абхазия. В 2016 году в составе долговых обязательств учтены расходы по обслуживанию внешнего долга, погашение республиканского внешнего долга, компенсационные выплаты вкладчикам сберегательного банка, взнос на страхование вкладов физических лиц в банках Республики Абхазия и расходы по обеспечению государственных гарантий. В 2016 году планируется направить денежные средства в объеме 263 миллиона рублей на погашение части основной суммы внешнего долга по экспортному кредиту. По состоянию на 1 января 2017 года остаток судной задолженности по указанному кредиту составит 1 миллиард 710 миллионов рублей. На обслуживание внешнего долга планируется направить 48 миллионов 634 тысячи рублей. В 2016 году планируется реализация новых программ на общую сумму 491 миллион рублей. Это программа образования 2016, здоровье 2016, всеобщая диспансеризация населения 2016-2017, инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия, наука 2016, социально-экономическое развитие Республики Абхазия в 2016 году, развитие туризма в Республике Абхазия на 2016 год и сельхозперепись 2016-2017. В 2016 году продолжится финансирование мероприятий по направлениям культуры, молодежной политики, спорта, ремонтно-восстановительных работ, восстановления и развития сельского хозяйства, развития лесного хозяйства, здравоохранения в рамках финансовой помощи Российской Федерации, а также социальных пособий в общей сумме на 426,6 миллионов рублей. В целом, в 2016 году на финансирование программы и мероприятий направляется 918 миллионов рублей, что на 84% больше, чем в 2015 году. Таким образом, 2016 год стал первым этапом по переходу к программной структуре расходов республиканского бюджета. Преимуществом такой системы является ее направленность на достижение целей и реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Абхазия. Социальное обеспечение
обеспечение граждан за счет средств республиканского бюджета направлено на финансовую поддержку социально незащищенных и материально нуждающихся граждан. На социальное обеспечение в 2016 году планируется направить 127 миллионов рублей, что на 55 миллионов больше, чем в 2015 году. Изменения, еще раз повторюсь, коснулись пособий, которые выплачиваются многодетным семьям и одиноким матерям. И в соответствии с постановлением Кабинета министров с 1 января 2016 года ежемесячное пособие на каждого ребенка для одиноких матерей составит 1000 рублей. Пенсионное обеспечение. В 2016 году заложены межбюджетные трансферты пенсионному фонду в сумме 210 миллионов рублей. Из них 73 миллиона рублей – это выпадающая часть, которая по силовому блоку она будет направлена на замещение расходов по финансированию социальных пенсий. По сути дела, их финансирование уходит на республиканский бюджет. И также это ежемесячные доплаты к пенсиям пенсионеров, не являющихся получателями пенсий иностранного государства. 2015 год был сложным годом для Министерства финансов в особенности, потому что в 2014 году, не подготовившись к новому бюджетному процессу, мы столкнулись с новым законом о бюджетном устройстве и бюджетном процессе. Первый бюджет по новой классификации мы составили в 2015 году в таком ускоренном режиме. Мы его исполняли по-новому, но на новую классификацию расходов мы стали переходить поэтапно. И масштабно мы перейдем на это уже в 2016 году. 2016 год для нас будет еще сложнее, чем 2015 год, потому что планируется новый бюджетный учет. В течение 2015 года мы пересматривали действующие нормативно-правовые документы, изданные в рамках Министерства финансов. В некоторые из них вносились изменения. Также были изданы новые приказы в рамках действующего бюджетного процесса. Весь наш финансовый блок столкнулся в этом году с новыми бюджетными сметами. Еще раз говорю, в следующем году нас ждет реформа бюджетного учета. Мы будем переходить поэтапно на новый бюджетный учет. Сегодняшний наш бюджет 2016 года тоже составлен по новым формам. Я и вашу ксаза, а индикатив план шушек было отдала шайбит, а экономика министр от Гурардзенба. В индикативном плане учтены показатели, вытекающие из положений указанного закона. Это прогноз выполнения программы социально-экономического развития на соответствующий год и индикативного плана текущего года, основные цели и направления социально-экономического развития страны на предстоящий год, индикативные показатели социально-экономического развития Республики Абхазия на предстоящий год, индикативные показатели районов Республики Абхазия и города Сухум, ориентиры развития внешнеэкономической деятельности и так далее. Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2016 год основан на фактических показателях предприятий и организаций за 2014 год, плановым показателям на 2015 год и фактом исполнения первого квартала 2015 года. Совокупный планируемый объем производства товаров, работ и услуг на 2016 год составляет 83,4 миллиарда рублей, что по аналогии с прошлым годом увеличение составляет 19,2%. В том числе в сельском хозяйстве 7,6 миллиардов рублей, во внешнеэкономической деятельности 27,7 миллиардов рублей. Прибыль на 2016 год спрогнозирована в размере 3,4 миллиарда рублей, что на 18,7% больше прогноза 2015 года. Наибольшая доля традиционно приходится на торговлю, это более 55%. В кредитно-финансовой сфере прогнозируемый объем составляет 1,3 миллиарда. По сельскому хозяйству 7,6, я уже говорил, это на 24,3% больше по сельскому хозяйству с 2015 годом. По промышленности прогнозные объемы составляют 4,7 миллиарда. Здесь у нас наибольший рост, примерно 40 с лишним процентов. Уважаемые депутаты, хочу еще обратить ваше внимание на то, что прогнозный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2016 год готовился в соответствии с поручениями президента Республики Абхазия и направлен на максимальное отражение собственных ресурсов и экономических показателей. План опирается на инициированные президентом, здесь Самара Андреевна уже говорила,
и поддержанный вами, уважаемые депутаты, это закон о налоге на добавленную стоимость, изменения и валютный контроль. Также реформа закона о специальном налоге, она уже готова, в ближайшее время будет представлена. Также мы использовали, значит, опыт ряда постсоветских государств, стран, которые внедряли такие инструменты, как валютный контроль, изменения, налоги на добавленную стоимость и так далее, где уже по факту у них есть определенные серьезные ощутимые результаты. Также хочу проинформировать вас о том, что при подготовке проекта индикативного плана нами были произведены сверки данных Министерства юстиции, статистики Министерства по налогам и сборам, что позволило вывести из перечня предприятий, прогнозируем, более 140 предприятий, которые учитывались ранее, но не действовали. И дополнительно включить более 250 хозяйствующих субъектов, которые ранее не были учтены, а сейчас нашли отражение. Всего нами было проанализировано более 2500 хозяйствующих субъектов при подготовке проекта. Также мы выезжали в районы, общались и работали, сейчас тоже работаем с экономическими отделами районов и городов, что позволило более качественно отражать ситуацию с экономическими показателями. Несмотря на проделанную работу, в 2016 году все равно те проблемы, которые вытекают из индикативного планирования и прогнозирования, они очевидны, и мы на 2016 год для себя поставили перечень задач по реформированию системы индикативного планирования полностью. То есть, о чем я говорю, мы будем создавать единую базу данных, это будет единый сервер, и все будет в электронном виде, где будет стекаться информация государственной статистики, Министерства по налогам и сборам, банковской статистики, таможенной статистики. Это позволит нам производить, значит, квартальный мониторинг ситуации в экономике и давать более уже, скажем так, не годовые индикативные показатели, а квартальные. Более того, еще хочу сказать, что это и отразится положительно на качестве налогового администрирования, что позволит нам более четко видеть ситуацию с платежами и потоками. Яй вашук сазбех инткарат бюджета проекта Ичкааша Зигуана Гарихвит, а контроль палата Ихабы Роберт Аршба. В соответствии с законодательством, бюджетным законодательством, есть противоречие в формате самого проекта. Это касается дефицита бюджетов непосредственно наших районов. Там параметры дефицита бюджета превышены значительно. То есть в соответствии с бюджетным законодательством есть предел, он не должен превышать 10%. Это вторая часть статьи 47 Закона о бюджетном процессе и устройстве. А контроль палата Хабубас Кидрзаат Гылит, а бюджет Аша Кургылара Ан, а закон Айлагара, Тапамов Хаиб Хедузазараква, Юнинский Вёхшук Сазбех, Инткарат бюджет Аша Кургылаша Дазаат Гылит, а парламент Пхелака Яхабы Георгий Агырба. Я думаю, что мы сейчас, приняв в первом чтении данный законопроект, будем иметь возможность вносить корректировки, приводить его в соответствие с законом, и к тому моменту как бы мы получим подробную, значит, расшифровку про как будет использование российская помощь в том числе. То, что касается, конечно, желательно, значит, чтобы контрольная наша палата, благодарю я и, кстати, контрольной палаты, как от комитета, для сокомитета, потому что он очень нам помогает в этом плане. Мы, естественно, даже ориентируемся на их эти отчеты и представления. Но желательно от Минфину обращаюсь. Я вас прошу просто своевременно как бы предоставлять информацию нашей контрольной палате, чтобы мы тоже как бы имели какое-то заключение и анализ. Учитывая все вот те факты, которые я вот обозначил, комитет поддерживает решение единогласно принять его в первом чтении с тем, чтобы потом все вот эти несостыковки и шероховатости снять и привести в соответствие
его и учесть замечания наших коллег и других там ведомств. Невозможно не заметить тот факт, что сегодня я бы с удовлетворением хотел бы Министерство экономики и Министерство финансов заострить внимание на том, что они достаточно, ну, так скажем, добросовестно, тщательно занимались, ну, непростой работой. Не просто было сегодня сформировать бюджет. Впервые наблюдается динамика в сторону увеличения доли собственных средств по отношению к ввозимым средствам, что тоже важно. Куда пойдут эти деньги? Мы же часто общаемся с гражданами, с избирателями, с людьми, которые занимаются мелким, средним бизнесом. Куда пойдут эти деньги, в этом бюджете тоже видно. Ну, не знаю, пенсионный фонд на 75 миллионов будет увеличен. Пособие одиноким матерям, многодетным семьям в 2 раза. Целевая поддержка медицины, спорт, науки, образования, бизнеса. Вот куда эти деньги. Они пойдут в развитие нашей экономики. Ну, я хотел бы еще раз отметить, это практику, которая применяется в очень многих странах, на мой взгляд, очень прогрессивная практика. Когда государство выбирает, скажем, какой-то один сегмент своей экономики или народного хозяйства и прямо целевым образом закачивает туда деньги. Я сейчас такое увидел в медицине. Мне так показалось, потому что там, если не ошибаюсь, 250 до 500 миллионов вы увеличили. Я считаю, что это очень важно и правильно. Это верный подход. Вы сегодня даете разгон, старт. Завтра он 10 лет будет по инерции работать. На мой взгляд, исключительно важное, это особенность этого бюджета является программный подход. Мне кажется, это впервые, я, по крайней мере, первый раз вижу. Я вас уверяю, это даст результат. Мы, наконец, переходим от удовлетворения списка расходов, которые представляет ведомство, к аргументированным программам развития. Жларизера джубасские депутаты Шарзара квартак квартет, а финансовой, а экономикой министрца. А навис, а депутатша Апсына и Юнинский вявчук созби, а республика бюджет, а проект рыдрыкылает, ак пиапхарала.